В эту изнуряющую жару ажиотаж у водоемов. Однако оказалось, что не везде вода для всех, иногда лишь для избранных. Попытка порыбачить в озере Ашполинка Мензелинского района последние 4 года местным жителям обходится дорого. Гулять вокруг озера можно, позагорать пожалуйста, но стоит приблизиться к береговой полосе с удочкой, как тут же держите ответ. Вернее, привет. Заплатите в кассу 1500 рублей. Несмотря на то, что все водные ресурсы принадлежат народу, это не мешает неким людям сдавать водоемы в долгосрочную аренду. Вот и местный предприниматель, что называется, взял озеро на прокат для разведения карпов и с тех пор решил дело теперь хозяйское, ровно как и пруд. Вся рыба в водоеме отныне его, а значит и барин здесь один. В целом никто и не был против, правда, если рыба на крючок не попадалась, деньги барин не возвращал. А потом и вовсе выяснилось, что договор аренды с Министерством экологии республики давно расторгнут за неуплату. Да и в самом договоре, который когда-то действовал, черным по белому сказано «обеспечить свободный вход для любительской и спортивной рыбалки». Как вызволить озеро из плена и можно ли с помощью суда добраться до клевых мест, разбиралась Диляра Юсупова. Никогда такого не было. Наш колхозный пруд стал платным. Всю жизнь здесь рыбачили бесплатно. Никаких частных прудов не должно быть. Это сказал Путин сам. По телевизору говорил он одно время. А почему? Вот этот Ашполинский пруд. А кто его в аренду отдал? Кто его отдал? Впереди только бескрайние поля и линия горизонта. Неудивительно, что это место так привлекательно для рыбаков и отдыхающих. Вас здесь никто не найдет, да и сам берег мало кем найден. Ничейная территория. Бери, не хочу, быстро становится чьей-то. Чего добру пропадать? Вот эта будка и табличка на ней как раз и говорит о том, что это не просто озеро в свободном доступе. В целом здесь нет никакого запрета на въезд или шлагбаума. Вы можете спокойно приехать и прогуляться вдоль озера, но стоит вам достать удочки, как к вам обязательно подойдет человек. Не какая-то самодельная будка, вполне приличный двухэтажный пункт охраны. Над дверью табличка, перед входом сторожевой пес. Здесь не продаем. Рыбалка платная. На каком основании вообще собираете деньги? Ну, как основание. Мы просим охрану показать документы. Он сразу достает кипу бумаг. Вот акты зарубления, вот договор аренды, печать, подпись, как полагается. Мы не какие-то там аферисты. Вот чек, вот налоговые вычеты. Для человека, который приехал отдыхать в компании друзей или просто спокойно посидеть с удочкой, этого достаточно с лихвой. Расчет, как с микрозаймом, мелким шрифтом никто не читает. Дали вот этот чек, заплатили 1500. Приехали отдыхать с семьей. Выкопал бы он сам, запрудил, рыбу запустил, вырастил, тогда слов нет. А это же, как говорится, природное, не государственное, как правильно сказать. Ну, не их дело рук. Ну, я с друзьями ездил, друзья платили, но я не рыбачил. Думаю, ну что же я умалишен, откуда у меня такие деньги? У меня зарплата 12-13 тысяч. Все начиналось просто и законно, а продолжалось спорно и громко. Озеро Ашполинка в аренду взял предприниматель из Набережных Челнов для разведения редкой породы рыб – карпа. Бизнес хороший, вполне официальный. Участок подготовил, документы оформил и даже выиграл грант на 5 миллионов рублей. А дальше в ход пошла простая логика. Если клюет, то это непременно его рыба. А раз его, значит и водоем принадлежит ему. И точка. Люди возмущаются, которые пишут жалобы. Вот спросите, пройдите 2 людей, спросим рыбаков, все рыбаки довольны. Мы людям берем 1500 людей. Мы людям гарантированно даем рыбу. Вот человек платит, вот он ловит рыбу. Если не поймал, мы даем ему на 1500 стрелятку даем ему. У нас пруд, то есть УЗВ, человек приезжает и берет на 1500, берет стерлядь, мы ему даем бесплатно. Бесплатно – это за деньги. Не смогли выловить – приходите еще. Не хотите приходить – берите рыбу на 1500. Вот такая святая простота. На замечание, что это элементарное навязывание услуг, бизнесмен не смущается. Но мне же надо как-то рыбу продавать. Охрана, затраты. Мы в месяц собираем, вот сколько собираем? Мы только на охрану собираем деньги. Вот смотрите, вы готовы, кто-то из вас, вот прийти у нас бесплатно охранять, мы деньги брать не будем.
А что охранять, если это не ваше? Это рыба является частной собственностью. Аргументы формата «я так хочу» не в силах разбить даже официальный документ. Если взглянуть в тот же договор аренды, можно наткнуться на вполне очевидный пункт – не препятствовать праву каждого гражданина пользоваться береговой полосой. Но предприниматель снова невозмутим. Ты ему в лицо документом, а он «ну и что, какая разница?» На самом деле разница есть. Данный водный объект находится в федеральной собственности. Спортивную рыбалку он не сможет ограничить. Допуск к водному объекту он ограничить не сможет. В случае, если бы земельный участок находился бы в его собственности и водный объект был бы создан в границах его земельных участков, искусственный водный объект, в этом случае он бы смог бы ограничить свой индивидуальный участок. Но и это еще не все. На деле все оказалось куда проще. Договор водопользования, вокруг которого все споры, на самом деле уже год как недействителен. В 2021 году в рамках осуществления надзорно-контрольных функций Министерство экологии выявило нарушение условий договора водопользования, а именно не плата в полном объеме, плата за пользование водным объектом. На основании решения Набережно-Челнинского городского суда данное решение о водопользовании было расторгнуто. Аренду мы платим по небольшим суммам, платим аренду. За неуплату они подали в суд, мы через суд деньги с меня пенсию высчитываем. За неуплату решили... Не только за уплату, там это повод. Ну, решение было все. Вопрос решается. Я считаю, что если... Время, пока решается, вы берете деньги. Мы берем, продаем рыбу. Да, мы берем, продаем рыбу. Если вы... Не мошенничество. Нет. Нет договора, будет, есть решение суда, а мне все равно. Ничего не видел, не слышал, не знаю, не помню. Воистину, рыбья память у вполне взрослого человека парадоксально обескураживает. К слову, амбар вот на том берегу давно должен быть снесен, снова по решению суда. Судебные приставы бездействуют, а местное отделение полиции вообще отказало в возбуждении уголовного дела. Сельские жители ищут правду теперь у местных журналистов и даже не против договориться по-хорошему. Я готов оплачивать, там, допустим, за какие-то услуги, допустим, беседка на территории, допустим, какой-то спуск, аренда удочек, там, еще что-то. Если рыба здесь была всегда, и то, что он запрудил, не запрудил, это то же самое, что один грибочек посадить в лесу и потом брать за все грибы, которые растут в лесу. Ну, то есть это совершенно неправильно. Увы, в месте, до которого сложно добраться ногами, не дотянуться по-другому. А в 21 веке еще остаются забытые уголки страны, где до сих пор царят свои правила. И даже порядок действий по закону к законности пока не привел.